Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на канале Якутия 24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас речь пройдет про велосипеды, как вы видите. Но интересна эта поездка тем, что это, во-первых, первая длительная поездка по асфальту. Мы едем до реки Кенкеме и, соответственно, обратно. Ну, а во-вторых, по-моему, дует немножко встречный ветер. Даже я вижу, вроде бы начинается снег. Но я думаю, это нас не остановит. И фишка еще поездки в том, что у нас два типа велосипедов здесь представлены. Это 20-дюймовые колеса. Вот, это мой вот красненький, вот у Николая беленький. Вот, и ребята на огромных 29-х колесах тоже едут. Они выехали с 16-го километра Вилюйского тракта, а мы стартуем с 27-го, со Стеллы. Ну, я думаю, сегодня будет достаточно интересно посмотреть, как идут эти типы велосипедов. У меня второй велосипед, он на 26-х колесах, ну, как бы такой старый МТБ. Вот, на 20-х колесах я еще далеко не ездил, поэтому давайте можем познакомиться поближе. Здесь тоже такие экспериментальные вещи немножко. Повесил я сумочку на багажник, там у меня 2 термоса, в основном 2 батончика. Эти штучки можно еще разложить, ну, как бы в штаны, да, если надо. Здесь все связано с видеотехникой, сюда привязал, там 2 камеры, даже 3. Вот. Стульчик легендарный, как бы я его обещал возить с собой, вот и вожу. Вот, ну, в целом все, ничего такого серьезного, как бы загадывать не будем. Я надеюсь, что мы съездим туда и обратно. Надо сказать, что я, если по городу еще ездил немного, вот Николай, например, сегодня у него первый выезд в сезоне и на 20-х колесах. Вот, ну что, пожелаем нам удачи, давайте не будем, наверное, тянуть время и поехали. Так. 1,5 километра позади.
Друзья, ну, проехали мы сейчас от Стеллы 6 километров приблизительно. Вот здесь такой был подъем. Там я хотел посмотреть, как идет велосипед в гору. Ну, в целом, где-то на средней, там 9 скоростей, на 5-й, на 6-й. Он как бы идет в целом в такой пологий уклон нормально. Вот, ну, надо сказать, что солнцезащитные очки сейчас не от солнца, а больше от ветра и от снега. Пошел вот снежок такой, надеюсь, еще больше его не будет. Хотя, как знать. Вот, впереди у нас кафе, потом уже река Кемкеме. Вот, обратите внимание, бегуны на Вилюйском тракте, велосипедисты. Вот так, ну, поглядывал на спидометр, когда ехал где-то около, 20 километров можно комфортно держать на этом велосипеде. В целом, я так как бы предполагал, что если велосипед будет держать среднюю скорость там около 18, комфортно 20, то это очень хороший такой, в принципе, неплохой тоже вариант, в том числе и для дальних поездок. В этом моменте нас догнал 5-й участник нашей поездки Николай на быстром шоссейнике. И чтобы его впечатлить, я решил пошутить, что мы, мол, уже едем обратно. Мы же туда-обратно съездили. На обратном пути нас догнал, да? Привет. Догонял на обратном пути. Удивившись весу велосипеда, я решил, что нужно будет сделать обязательно обзор каждого участника нашей поездки. Ну а то, что Николай не удивился моей шутке, что мы уже, мол, едем обратно, это даже как-то еще сильнее вдохновило меня добраться до реки, и что цель наша все ближе с каждым километром. Так, ну что, друзья, мы на своих 20-х колесах, на маленьких велосипедах, с виду как будто детские, быстрее, первее доехали до реки Кемкеме, чем ребята на больших спортивных 29-х колесах. Вот это сила, вот это мощь. Ура! Ребят, сейчас просьба такая, да, мы сейчас с Колей на своих 20-х поедем вперед, а вы через несколько минут за нами. Вот, ну мы, как это будет, для кадра надо, да, чтобы мы как будто на маленьких колесах приехали быстрее, чем вы на больших. Ну, как будто мы мощные спортивные ребята. Ну, пожалуйста. Испытано на себе. Сейчас Николай одолжил велосипед, хочет попробовать. У него, я тоже думаю, прокачусь на его карбоновом 28-дюймовом спортивном шоссейнике. Вот, но все познается в сравнении, конечно. Но тем не менее, в целом, я думал, будет жестче. То есть, в принципе, даже из-за этого старт был со Стеллы. То есть мы где-то съели около 10, да, по-моему, километров. На 10 километров меньше проехали, чем ребята. Но, тем не менее, ноги, в ногах приятная такая усталость, дыхание не сбилось, вроде бы и местами хотел как бы дать побольше газу. Вот, час 40 у нас ушло на дорогу с остановками, и проехали мы 20 километров с половиной. Вот, максимальной скорости я вам, по-моему, сейчас пока не скажу, будет видно, хотя можно посмотреть. Ну, в целом, конечно, самая быстрая скорость была под горку. Там что-то около 34, по-моему, километров. Но спокойно можно держать на этом велосипеде 20-18 километров в час среднюю скорость. Так, где у нас? 12 километров в час — это с остановками среднюю скорость пишет. И все. Остальное надо смотреть в телефоне.
Так. Ну, Николай подъехал. Как, Коля, тебе? Ну, велосипед удобный, юркий. Посадка удобная, особенно для города, вообще шикарно будет. Получается, сидишь в более естественном положении. Сиди только, да? Да. Но эффект паруса наблюдается, даже при небольшом ветре чувствуется. Но в городе это не так критично будет. Да. Для городских условий велосипед просто шикарный. Все интуитивно, просто. Ну и все-таки компактность в первую очередь. Да. В целом, мне понравилось то, что если ты где-то устал, можно такси вызвать. Да, собрать, сложить, да. Это не наши велосипеды, которых разбирать-то сложно. И не в каждый велосипед войдет. Ну, в автомобиль. Да. Сложновато будет. Коля, расскажи свои впечатления от поездки. У тебя это была первая поездка в этом сезоне. Как Да, тебе? первый день на моем любимом велосипеде. Ну, тяжеловато немножко, конечно, но так привык. Ну, где-то вот с 10-го километра уже полегче стало. Ну, сейчас нормально будет уже. А так в целом, сколько ты уже лет на таком велосипеде ездишь? Ну, года 4 это точно. 4 года. Да. А что сподвигло тебя взять именно такой маленький? Ну, он компактный, что хорошо. Ее собрал, в багажник положил. Мы с супругой, у нас одинаковые велосипеды. 2 велосипеда в багажнике нормально вот помещается. По городу очень хорошо вечером прокатиться там. Бывало, что и по магазинам поездишь, в багажнике, все как положено. Ну, вот компактные велосипеды, это, конечно, для города очень хорошо. Друзья, мы сейчас воспользовались моментом, небольшой такой паузой около реки Кенкеме. И сейчас, я думаю, будет интересно узнать вообще вот у хозяев велосипедов, да, кто на каких катается, ездит, какие технические характеристики и почему они именно его выбрали. Ну, как не сказал Николай, уже этот велосипед он выбрал для города, да, он компактный. Да. 2 велосипеда спокойно помещаются в багажник, и они с супругой катаются по городу. Вот. Ну, а по техническим характеристикам сколько у него скоростей? Например? У него 6 скоростей. Чисто резина вот только вот шоссейная идет. Другая резина сюда не встает. То есть пошире будет Пошире, сложно, да, уже сложно. Тут уже он не помещается. Крылья стоят нормальные. Ну, кстати, надо отметить, что вот, допустим, в отличие от моего велосипеда, вот у Николая заводские вот такие вот крылья достаточно хорошие. Грязь, как видите, ты, наверное, это прошлогодний еще, да? Да. Напыление. Да. То есть он чище, чем мой велосипед, который вот буквально там ему 1,5-2 недели. Вот я там покажу, что я там наколхозил. Но вот я бы хотел себе, конечно, вот именно вот с такими крыльями, потому что по городу иногда передвигаешься, например, в каком-то, ну, не в костюме, но в такой одежде, которую бы не хотелось марать особо. Вот, нужно там зайти куда-то по делам, в ресторан. Ну, это вот чисто городской получается. Ну, вот в лес на нем не поедешь уже. Складывается он, в принципе. Складывается очень просто. Тут он вот немного замерзло. Вот это вот. Там предохранительная скоба, да? Да, скоба вот это вот. Потом ее вот собираешь. Вот это сюда. Вот это вот сюда. Это так. Это так. Это сюда. И сиденье вниз. И все. Все. Сюда размером с чемоданчик, да, получается? Да, вот так вот. Ну, в целом, да. Ну, и плюс тоже я такой оценил, то, что можно приехать домой, занести его в квартиру, сложить, и он там около шкафа стоит, никому не мешает. И все достаточно компактно. Да. Ну, а про перевозку уже и, наверное, говорить нечего. То есть, ну, в целом, что можно еще, да? Уехал куда-нибудь, устал, как я уже говорил. Вызвал такси, положил в багажник и приехал домой. Да. Вот, тоже такой вариант. Лично. Ну, вот я вот обзоры почему смотрел вот на компактный, потому что вот в больших городах люди вот в лифты, кто очень высоко живет, заносят в лифт, там спокойно. В метро кто ездит, тоже собрал в метро, занес. Ну, у нас можно и в автобус. Да, и в автобусе можно, да. Это, наверное, самый легкий велосипед, несмотря на то, что у нас 2 компактных велосипеда, но они весят примерно как обычные, да, велосипеды МТБ. А вот у Николая здесь карбоновый, да, если я правильно понял, велосипед. Расскажи про него. Так, ну велосипед собран полностью
на китайских комплектующих. Это полностью карбоновая рама, вилка, руль, все комплектующие. Велосипед был изначально, заточен под городскую езду на длинной дистанции, но по мере использования решил немножко изменить. Изначально на велосипеде стояла 105-я Shimano полностью в круг, но по мере, скажем так, использования велосипеда решил немножко изменить трансмиссию. В этом году на велосипеде изменил пистолеты. Это уже гравийные версии GRX 600. Пистолет это что такое? Это тормоза, да? Да, это получается система переключения. Она аналогична 105-й, но имеет плюс то, что он на гидравлике. Что значит начало сезона? Я забыл, что у шоссейников переключается, получается, вот Да. это не только тормозная ручка, это еще и переключение скорости. Да, на велосипеде изменено, что получается. Если вы увидите, то стоят шатуны от 105-й, но звезды стоят не родные. Это от фирмы Stone. Они идут размером 46×32. Это самая минимальная звезда, которую можно поставить на 105-ю. И сзади стоит переключатель задний GRX 812. Ну, он опять же немножко видоизменен. Стоит лапка от горного велосипеда. Это Dior 5000 серии. Лапка для более, скажем, емких кассет. Поэтому, если посмотрим, кассета здесь 11×42. При переключении малой звезды спереди и на переключении задней большой получается достаточно, скажем, большое передаточное число, которое даст возможность подниматься на, скажем, достаточно сильные наклоны. Главное, чтобы хватило зацепа велосипеда. Ну, обратите внимание, да, друзья, о чем мы говорим. Тут просто не видно, наверное, с этой стороны, но там еще вот за этой звездой маленькая звезда, вторая. А вообще в целом это, есть это стандартное решение или это такое твое желание было именно, чтобы так было? Нет, это уже, скажем так, небольшой колхоз. По идее, можно было бы собрать полностью на гравийной системе, но так как у меня все-таки сохраняется, скажем, более спортивное направление, на тех же лосиных гонках надо участвовать, соответственно, там устанавливается уже более 105-я родная субкомпакт. Там передаточные, скажем, более выше будут, и скорость, соответственно, будет выше. Ну и самое такое полезное решение для велосипедов – это контактные педали. Но здесь педали выбраны не случайно. Здесь они имеют одну поверхность для контактов, вторая для обычной обуви. Так что можно его, не снимая, не меняя обувь, его использовать. Вот тут, так, чтобы объяснить, здесь вщелкиваются ботинки специальные, да, крепления спортивные. Вот, а если они не нужны, то есть или без них, то обычная площадка. Вот так, здорово. Сколько стоит карбон? Покупал я его 2 года тому назад. По тем временам он мне обошелся меньше, чем 100. Сейчас, если его собирать, одна рама за 40. И считать, если по навеске, велосипед выходит далеко за 150. Ничего себе. Но зато вес очень... Вес, да. В данном варианте он весит уже 9,5 килограммов. Если поставить шоссейные колеса карбоновые и, соответственно, сликовые резину, то он где-то, получается, в весе 8 килограмм. Это очень хороший вес. Допустим, стандартный велосипед МТБ, как даже вот эти наши небольшие, где-то, если даже 12 килограмм, это уже хорошо. Да? То есть для алюминиевой рамы. Спасибо. Следующий участник нашей поездки – это Андрей на велосипеде фирмы Шульц. Это, если не ошибаюсь, питерская, да? Питерская велосипед. Питерская компания. Расскажи про него поподробнее. Это МТБ, Rigid Niner типа. Найнер это значит 29-й. 29-й. Мы решили отойти от этого столба. Андрей, давай продолжим. Итак, питерский велосипед Шульц, да? Шульц Long Ranger, одинокий рейнджер название. Ты как это грустно сказал, одинокий рейнджер. Одинокий. Потому что одинокий, да? Это уже какой металл, я так понимаю? Это сталь. Сталь.
Хромоль, да. Друзья, ну так, чтобы объяснить, допустим, если вы едете, вот именно стальные велосипеды для того, чтобы далеко, да, ехать далеко, и чтобы все было надежно, а если вдруг что-то с рамой случилось, можно ее припроварить, да, в любом населенном пункте. Я правильно же говорю? Но что не скажешь про да. алюминий, где надо искать аргончика, соответственно. Вот, и вы можете видеть, например, вот передняя вилка, да, у тебя жесткая, и здесь очень много бонок, да, на которые можно прикрутить различные вещи. Да, это комфортабельный трактор. Мгм. Можно загрузиться и ехать, и ехать, и ехать. Ну вот, купил его специально вот для дальних поездок. У меня мечта уже 3-й год. Примерно мечтаю уехать во Владивосток Ого! отсюда. Но с этим великом ближе мечта стала. В прошлом году до Итекёля поехал, правда на другом велосипеде, Ага. но не осилил. До куда доехал? Ну, Мугудай проехал, потом меня эвакуировали. Это усталость сказалась или что? Усталость, я, короче, несколько ошибок совершил. Поехал вечером на ночь, не взял палатку, думал, по холодку доеду, так не доехал. Но зато есть опыт, да, который можно потом уже как бы учесть и не совершать таких ошибок. Ну и специально выбрал, что тут, смотрите, какие зазоры, резина 55-я, то есть можно и по гравию, и по асфальту. Но, тем не менее, это же не фэтбайковские Нет, ну, колеса, это да, не не войдет, фэт, да? да. Ага. Весь на промподшипниках, то есть накат хороший. А. Вообще велосипед понравился. Единственное, что я руль поменял. Мне он стоковый руль не зашел. Он что-то сильно широкий и сильно прямой. Это с Алиэкспресса пришел аналог. Здесь покажи, давай я подержу тоже, и как можно держать этот руль. Ну, здесь хват и вот удобный хват. Надо еще обмотку сделать. То есть, если надо Здесь, отдохнуть... да, он уже типа как на шоссе. Когда ветер взялся так, нагнулся Ага. и локти поджал. Мне кажется, у Андрея самые грамотные зеркала среди... А больше ни у кого нет. Ну, зеркала Они очень как удобно. На да. некоторых автомобилях таких зеркал нету. Да, этот обзор очень важен, то есть, когда едешь по Да, шоссе, очень чтобы хорошо знать, видно. Вот. да, что сзади творится. Ну, за кадром скажешь, расскажешь про свой велосипед. За кадром, Петя, за кадром. За кадром? Ну, Хитрый. ну, в общем, это велосипед Петра, он очень стеснительный человек, поэтому, но очень хороший оператор, поэтому он сейчас красиво снимет, а я расскажу, что я вижу. Значит, велосипед черный, 2 колеса, 2 бутылочки, сиденье, руль, название Штерн и подставка. 29-е колеса. Самое главное, чем гордится Петр, это велокомпьютер, который находится не на руле, а на раме, чтобы можно было переворачивать велосипед, если вдруг что-то случилось, и как бы велокомпьютер у вас будет находиться здесь. Вот, а у него... Так, он говорит, что подсказывает, что у него постоянно что-то случается, поэтому это очень важный момент. Так, и, в принципе, навеска Altos Shimano. Это у тебя стандартный, да? То есть ты ничего не наворачивал, все как есть. Все, что надо. Все на велосипеде. Рассказали про все велосипеды, а про свой я не рассказал, да? Но если вы следили за нашими выпусками, то в одной из передач «Испытано на себе» мы делали распаковку. То есть, распаковали, грубо говоря, вытащили из коробки, разложили, и вот, в принципе, он был готов. Вот. Ну, за эти пару недель пользования я практически не пользовался автомобилем. Ездил на нем на работу, по делам, в магазин и так далее. Вот. В целом, мне нужен был такой велосипед, чтобы не возить на спине рюкзак. Поэтому здесь я сразу поставил вот такой вот багажник. И к нему идет вот такая сумка. Это все одной фирмы. Нравится мне то, что здесь вот такая защелка. Можно пристегнуть велосипед у магазина, взять сумку и пойти, соответственно, по делам. Потом также быстро это все устанавливается. Сумка сама по себе объемная. Вот, можно, например, открыть. Не буду сейчас открывать. Тут как бы такие велоштаны открываются. Вот, кстати, стульчик я взял, но видите, какая у нас насыщенная пауза, он даже мне не пригодился. Ну, в целом, самое главное, нужно было понять, будет ли он мне мешать во время езды. Вот, можно, в принципе, крепить даже так. Рама у него низкая и продолговатая, достаточно такая длинная.
Вот. Ну, впереди, здесь я уже говорил, здесь все, тут пауэрбанк, камеры, в общем, техническая часть, чтобы была под рукой. Здесь сначала я поставил сюда вообще сигнализацию, то есть, вот, допустим, сигналка. Вот, сейчас она встала на охрану. Это слабый удар и, соответственно, сильный. Вот. Я думал пользоваться сигналом, который здесь есть. То есть, но по тротуарам, когда ездишь, можно людей напугать, поэтому взял такой вот звоночек. Ну, в принципе, стандартный за звоночек за 100 рублей. Вот, что еще? Ну, как уже было сказано, удобно приехать домой, занести, сложить и поставить его где-нибудь там в зале, и он особо много места не занимает. Вот, и сейчас еще и показал себя, что на нем можно достаточно на длительные расстояния проехать. Мы сейчас прошли 20 километров, сейчас еще 20 обратно. В целом неплохо. У нас обратная дорога. Че, готовы? По коням. Поехали. Опа! В целом, было бы еще солнце, было бы вообще шикарно. Хорошо, хоть не снег. Погода такая нормальная. Сейчас, я думаю, что ветер дует нам в спину. Но такое ощущение, что он вообще закончился. Или стал меньше. Кстати, я забыл рассказать же про крылья, что я тут намудрил. В общем, впереди поставил крыло от 24 дюймов, половинку крыла. Из-за того, что пока был снег, у меня были шипованные шины, чтобы не терло крыло. Пришлось сделать такую выносной кронштейн и поставить таким образом. Ну и, соответственно, про заднее крыло, там вообще полный колхоз. Там, по-моему, вообще 3 крыла. Одно крыло, которое гибкое, сделанное под карбон, обычно ставится на МТБ, оно вот посередине. Задняя часть — это, собственно, заднее крыло для 24-дюймового колеса. Так, а внизу это передняя часть от того же комплекта крыльев. В общем, слепил из того, что было. Тяжело говорить и ехать в горку. Стоять! Давай. Малко догонялся и наказался. Да-да-да. Штатив. Догоняешь. Вот такие кадры можно сделать. Потом ты будешь ехать по планете, как будто... Такие вот походы выходного дня, конечно, очень разбавляют рабочие будни. В принципе, сегодня мы так хорошо выехали. Обычно бывает, у кого-то не получается, кто-то проспал, у кого-то дела домашние по выходным. Поэтому, можно сказать, сегодняшний выезд удался на славу. Нам еще Николай присоединился. Он, в принципе, мне кажется, должен доехать до конца. Идет неплохо. Фу. Ну а вам, дорогие зрители, желаю тоже не сидеть дома, открывать для себя что-то новое, заняться каким-нибудь интересным спортом. Например, вот у меня был выбор: бег или велосипед. Как-то велосипед больше мне подошел, что бег все-таки это, на мой взгляд, для меня немного сложновато, потому что большой вес, там суставы и так далее. И если в велосипедах я еще как-то разбираюсь, то
спортивных кроссовках. У меня практически нет никаких знаний. Испытано на себе. Слушайте, очень легкий велосипед. Я не мог не воспользоваться случаем и не сравнить два абсолютно разных велосипеда. Итак, с городского складного тихохода, больше похожего на велосипед, который я отобрал у ребенка, я пересел на шоссейный скоростной болид, который, насколько больше моего велосипеда, настолько же и меньше весит. Накат хороший, но я не уточнил, как переключать скорости. Поэтому и как тормозить, ну тормозить понятно. Сзади машин нету? Посмотри, пожалуйста. Есть? А как скорость переключать? Левой или правой? Правой? А чего вы так медленно едете? Чтобы сейчас, если легко, потом, чтобы разогнаться, надо... Да, ты его... Всю. Нет. Вот это. Да. Тыщ, Только тыщ, этого. тыщ, а это наоборот, наверх. да. Жик. А, ясно. Сейчас машина проедет, попробую. А этот сиденье чуть... Ну да, не будем ее трогать, в принципе. Мне кажется, что высоковато. Да? Сижу вот так еще. Я до сюда не дотягиваюсь. Так и не надо пока. Я вот так еду, ага. Так, ну, поехали. Сейчас все понятно теперь. Опа! Так, ну, в целом, вел в плане очень классный, но я с непривычки немного даже устал, потому что отвыкаешь от такой посадки. То есть тут даже у меня на МТБ, по-моему, не так сильно как бы нагибаешься вперед. Это я еще вот за этот уровень держался. Если бы за этот, это вообще еще сложнее. Ну, слушай, ну здорово. Так-то. Все высокое, все легкое, все такое какое-то острое. Ну, вот. Дайте ко мне моего этого, да? Коротышку. Пони. Сейчас обратно на свою пони сяду. Спасибо. Мы сейчас на кафе. Нам остается, ну, с Колей оставалось еще 10 километров, но Николай запросил эвакуацию, да? Вот, кстати, на заднем плане сейчас видно вот супруга Николая, Елена, сейчас катается по площадке. Ну, Николай, как ощущения? Ну, для первого раза хорошее ощущение, да. Очень. Ну, трасс, ну, как бы ветер всегда как будто бы на Все тебя равно в дует. лицо, да? Поехали обратно, и вроде ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Немного тяжеловато, да. Очень. Ну, может быть, и как бы велосипед не рассчитан для такой трассы. Ну, по городу вообще нормально. Не, ну больше первый раз, то что, конечно, первый раз в сезоне. Я, в принципе, еду сейчас, ну, так нормально, комфортно, в принципе. Вот, так, конечно. Ну, если вот не напрягаясь ехать, вот как все, ну, как бы, я за большими велосипедами как бы пытался держаться, а если не напрягаясь ехать, Ну, спокойно. да, на своей скорости ехать, то, ну, мне кажется, что вообще не напряжно быть. Ну, сегодня у тебя получилось 30 километров. В городе не всякий раз так накатаешь. Ну, конечно. Да, сейчас у нас будет возможность посмотреть, как складывается велосипед. Да? Эвакуация. Видишь, вот все правильно. Фото, видео, фиксация. Коля. А? Фото, видео, фиксация. Да. Я тебя фото, видео фиксирую. Да, ты собирай. Так. Ну, у тебя, кстати, руль можно еще выше поднять же, да? Да? Да. Ну, вот Так. вообще высоко можно. Ну, Это я вот. Для меня, для маленький может. Сиденье тоже вообще можно там до бесконечности поднимать. Вот это вот. Специально
крышку. А, чтоб не раскрывался? Да? А я даже так сильно не складываю. Просто пополам складываю и все. Ну, нормально. И все, да? Открывайте багажник мне. Вот и все. Конечно, не самый маленький багажник, но тем не менее, да. Ну тут два велосипеда заходят. Хотя он там уже много всего лежит, покажет. Все отлично. Ну ладно, Поедем отдыхать. с открытием сезона. До свидания. Испытано на себе. Давай. Друзья, ну у нас продолжение велосипедной темы. После прошлой поездки прошла неделя. Тогда доехали до реки Кенкеме. Сейчас мы проехали дальше. В принципе, если считать, это такое 3 камня, да? 4 камня. Оказывается, 4. Вот. И на данный момент я также отъехал со Стеллы. Прошел уже 29 километров. И сейчас наша задача немножко отдохнуть и понять, сможем ли мы добраться, будут ли силы до границы Горного Улуса и потом еще вернуться обратно. Вот, поэтому сейчас мы немного отдохнем. Но в целом состояние пока непонятно. Будем держать вас в курсе. Так, ну что, прибыли на границу Горного Улуса. Состояние вроде бы неплохое. Есть силы ехать назад, но нужно обязательно попить чай, подкрепиться. Вода есть, да? Вода. Петя, вода есть? Есть. Лайфхак, да? Термос. Если на велосипеде не подумать. Гуляем. Контейнер. Нормально. Друзья, ну тут я заметил, что немножко подспустило заднее колесо. Ну, в принципе, сейчас хотелось бы показать одно из преимуществ этого велосипеда. Несмотря на то, что он такой маленький, и он, скорее всего, такой, достаточно эргономичный, потому что, чтобы накачать колесо, нужно, во-первых, отсоединить сиденье, открутить защитный колпачок. Так. Тут у нас вытаскивается шланг, и это у нас полноценный насос. Я бы даже сказал, почти как автомобильный. Так. Сейчас подкачаем. Подкачаем. Ручка какая удобная. Да, очень мягкая. Обратите внимание, какая мягкая ручка. Я ни на одном насосе такую мягкую ручку не видел. Очень все удобненько. Так, еще. Мы идем по асфальту, поэтому нужно дать побольше давления, чтобы был хороший накат. Еще чуть-чуть. Очень удобное решение. Не занимает место на раме или в сумке. И как Петр положил шоколадки в бутылочку, так и здесь
Все находится в сидении. Полезный объем. Так, ну, я добрался до автомобиля. Сейчас ребята поехали дальше. Им еще нужно плюс 10 километров проехать до их машин. Вот, но надо сказать, что поездка получилась очень интересная. Испытал я себя на все 100%. Сейчас очень чувствуется, что завтра все будет болеть. Сегодня я проехал 70 ровно, кстати, 70 километров. Я думаю, еще тема велосипедов у нас будет раскрываться в наших передачах. Поэтому, если у вас есть возможность и вам вообще нравится двухколесная техника, катайте. Наше короткое лето, в принципе, для этого и создано. Ну что, до новых встреч в эфире. Пока. Испытано на себе.